Якутск сегодня. Жизнь столицы. Слушай и смотри. Здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Светлана Вишнякова и в нашей студии гости. Координатор социальных программ фонда «Дети Саха-Азия» Елена Щеглова. Елена, здравствуйте. И победители конкурсов фонда «Дети Саха-Азия» Валерия Николаева, поселок Депутатский. Валерия, здравствуй. Здравствуйте. Артем Семенов, город Якутск, победитель конкурса «Чтецов. Твори добро другим во благо». Артем, добрый день. Добрый день. И Айсхан Яковлев, город Якутск, победитель конкурса «Наследник земли Аланхо. Народная песня». Айсхан, здравствуй. Здравствуйте. И еще, кроме нас, присутствуют в студии ваши родители, которые вас поддерживают. Они решили остаться за кадром, но они вас очень любят и будут поддерживать каждую минуту эфира. И они молодцы, и вы молодцы. И хочу сказать о том, что вы только вчера прилетели из Москвы и с празднования Дня защиты детей. И такая поездка – это приз за победу в тех конкурсах, где вы стали победителями. И первый вопрос у меня к Елене. Как такое замечательное мероприятие стало возможно? Да, но мы вообще с 2013 года отправляем детей в город Москва на празднование Дня защиты детей. Ежегодно, каждую весну, начиная с февраля месяца и заканчивая апрелем, мы проводим разные конкурсы для отбора 8 детей для поездки в Москву. Эту поездку организует Российский детский фонд. Ежегодно в течение 30 лет он приглашает больше 10 тысяч детей на празднование Дня защиты детей. Для детей готовится грандиозная программа с посещением знаменитых мест столицы. И вот наши дети из Якутии уже 4-й год слетали туда и посмотрели, как всегда происходит. В числе 11 тысяч детей да, в этом была году наша у нас республика. было 11 тысяч детей. Это дети из регионов России и стран ближнего зарубежья. Спасибо, Елена. И отдельное спасибо, что вы пришли сегодня в эфир, потому что вы себя не очень хорошо чувствуете. И я вам очень признательна, что все равно наш эфир сегодня состоится. И хочу перейти к победителям, и чтобы каждый из вас рассказал о вашем номере. Вот номер у Валерии Николаевой – это танец. Вот, Валерия, расскажи, пожалуйста, что это за танец, как ты его готовила, и каким образом ты приняла участие вот в конкурсе танцевальном? Кто тебе помогал? Усачева Елена Васильевна, мой преподаватель. Я победила в республиканском конкурсе Национальной земли Аланхо. да, и сольным венским танцем. Угу. А что это за танец? Кто его придумал? Почему ты решила именно этот танец танцевать? Или вы так вместе с преподавателем решили? Но венский там, это и мой народ. Вот. Ты венка? Ага. Ой, здорово, молодец. У тебя национальный костюм был, да, в котором ты танцевала? А кто шьет тебе костюм? Алена Алексеевна шила. Угу. Ты не из Якутска, из Депутатского. А как ты приняла участие? Каким образом в конкурсе? Мы в Депутатском снимали там все. То есть это был видео, такой проект твой, который ты отправила в Якутск. Его посмотрели и решили, что ты победила. Какие чувства ты испытала, когда ты узнала, что ты победитель? Я обрадовалась. Кто еще вместе с тобой радовался? Мама, папа, семья. Угу. И когда ты узнала, что тебя ждет такой замечательный приз, поездка в Москву, что с тобой произошло? Ты поверила вообще, что такое возможно? Получается, ты сама себе заработала деньги на то, чтобы поехать в Москву. Здорово. Какая ты молодец. Тебе сколько лет? 9. Вот такая маленькая, такая уже молодец большая, да? Хочешь передохнуть, пока пусть мальчики поговорят, да? Ну, давайте тогда я обращусь к Артему, да? Артем расскажет о своей победе, о том, что за стихотворение. Это же конкурс чтецов, да? Расскажи, пожалуйста. В общем, у нас учитель по литературе Марта Михайловна сказала, что у нас проводится 2 конкурса. Первый проводится в начале мая, и второй где-то тоже в начале апреля. И она говорит: Артем, ты пойдешь у нас вместе с родителями.
на первый конкурс. Мы с мамой сходили, но мы ничего так и не выиграли, нам не хватило чуть-чуть. А чего вам не хватило? Почему не Ну, выиграли? мы даже, я не знаю, ну, может быть, это просто наша неуверенность, так как мы впервые выступаем всей семьей, с мамой. Она тем более давно не рассказывала стихотворение, может, поэтому. Потом второй конкурс, это было сольно, то есть я один рассказывал. Я выбрал стихотворение про доброту, так как у нас он проводился в честь года доброты. Творите доброту друг другу и творите доброту другим. Стихотворение называется Михаил Николаевич, не помню сейчас вот честно, потому что это было давно, и столько впечатлений после поездки. Я не заметила даже, что мы выиграли, потому что вроде выиграл один, и по сути победитель-то тоже один является. Но тут я решил чуть-чуть задержаться, послушать, может что-то еще скажут. И тут сказали, что я победил. Я был, если честно, в шоке, потому что, как-то так неожиданно все это и быстро произошло, что аж как-то в голову не входит. На этом все у меня. Это в прошлом году был, да? Нет, это было в этом году. году. Это было в начале апреля. Конкурс проходил у нас в честь Года добровольчества в Российской Федерации. И вот детей было настолько много, дети были все такие талантливые, что мы не смогли выбрать одного победителя. И вот, как сказал Артем, действительно, сначала объявили одного ребенка, все уже так расстроились, решили расходиться, а потом мы объявили имя второго победителя. И получилось, что у нас на одном конкурсе 2 ребенка полетели в Москву. Артем молодец, чувствовал, что ты пришел второй раз, да, и вот и интересно так, то, что вы вместе с мамой пришли, и это вот такой дуэт, да, мама и сын рассказывают стих, мне кажется, это вот очень трогательно, да, и как-то Да, это так было очень необычно. интересно. Этот конкурс проходил вместе с уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха-Якутия, и там дети вместе со своими родителями, целыми семьями приходили, читали стихотворения о семейных ценностях, а Артем победил вот. Он сначала у нас пришел, попробовался, показал себя, мы его запомнили с первого конкурса, а потом он на второй раз приходит и рассказывает уже сольное стихотворение, и там он уже является победителем. А, Артем, тебе как самому больше понравилось, когда ты сольно выступаешь или все-таки когда с мамой вот в дуэте? Не, вообще очень хорошо выступать с родителями. Хорошо? Да, потому что это как-то более сплочает семью. Ты можешь понять, на что вы вдвоем способны, что вы можете сделать. Потому что сольно, во-первых, это не сильно интересно, потому что эмоций не сильно много ты получаешь. А с родителями это все больше, потому что родители сами видят, что вот вы вместе это сделали. Родители вообще ваши большие молодцы. Вот сегодня ты пришел с папой, да, в студию, который тоже тебя поддерживает. Потому что поддержка родителей – это, наверное, самое важное, что нужно детям. Как вы считаете? Ну да. Любовь и поддержка, да, и тогда ребенок сможет очень многое. Да? Как вот смог Айсхан на конкурсе, ты спел, да? Расскажи, пожалуйста, о своем выступлении, кто тебя поддерживал. Меня поддерживал мой преподаватель Зоя Романовна и Туяра Гаврилевна, и моя мама. Я там спел песню про якутскую народную песню про Мария Кам и еще одну про лошадь. Я... 2 песни спел Да, даже. да. Молодец. Когда я хотела спеть, да, другое, меня выбрали преподаватели. Первую я очень хорошо спел, очень, потом вторую очень долго. Просто вторая была очень сложная для меня. А ты сам к себе такой строгий критик? Ты вот выступил и так думаешь, что вот можно было лучше? Или ты все-таки себя хвалишь чаще? Ну, я думаю, лучше будет. Такой постоянно в творческом поиске, да, человек? Мы сегодня решили, что ты сможешь нам подарить песню, свое выступление. Как ты себя чувствуешь? Ну, первую могу, а во вторую не думаю. На твой выбор, пожалуйста, мы тогда тебя просим исполнить твою песню. Ну, тогда первую. Конечно. Спасибо. Hukkullara hulardaq, furallara kumaqtaq, subutalara sırdardaq, sorbaqı yara xayallardaq, sol titirik era surguydaq, suru sonoğu serat Tarıdaq, sola kalır ara yüreğim, johunna karağıllara, solo buyo pero gonyor, tolbanno gara dağanı,
Туруяты нарасымыта толок торени мариякам толок торени мариякам. Ой, какой молодец, и ведь без аккомпанемента, да, вот сам. Здорово, мне очень понравилось. А о чем эта песня? Это песня, про которую, когда ты тоже ехал в лошади, да, потом там встретил одну, как бы сказать, девочку, да, когда ты хотел ей подарить там что-то. Что-то подарить, да? Да, да. Такое было. Такая очень, очень хорошая песня на якутском языке, да, песня? Да. Вот видишь, какой ты молодец, ты поехал и познакомил столько людей, вот было 11 тысяч детей, да, из разных регионов и городов России. Ты познакомил с якутским языком, с творчеством своей республики, да, столько людей. Что ты чувствовал, когда ты выступал? Ну, я чувствовала, что очень много ребят, и я уже, как бы сказал, у меня нет шансов. Это что? Но это ведь был... Ты говоришь про сам конкурс? Да. А, про сам конкурс? Ты так чувствовал, что у тебя нет шансов? Да ты что? Вот видишь, как ты прогадал. У тебя, оказывается, шанс есть выиграть главный приз и поехать в Москву. Да. Да? А когда вы были в Москве вот, на праздновании Дня защиты детей, там вы свои выступления показывали? Целый концерт там дал. Вечер знакомств. Вечер знакомств, да. Мгм. Там пел. Мгм. А там что, как тебе? Что ты чувствовал? Ну, Понравилось нормально. тебе, как тебя Да, встречали, принимали? нормально. Уже как бы встречали. Мне было очень хорошо. А чье выступление запомнилось тебе из тех детей, кто знакомил со своим творчеством вас? Кто-то запомнился? Нет. Особо никого не выделил, да? Просто общались и дружили, да? Да. У нас остается совсем чуть-чуть до начала рекламы, и мы, наверное, после рекламы уже продолжим. Да, 30 секунд остается, режиссер подсказывает, рассказывать о том, что интересного было для вас в Москве, да? Сейчас немножко передохнем как раз, и очень скоро вернемся в прямой эфир. И нашим слушателям и зрителям я хочу сказать, чтобы они оставались у радиоприемников и у телеэкранов. Скоро вернемся. Мы снова в эфире. Программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Светлана Вишнякова. В нашей студии гости. Координатор социальных программ фонда «Дети Саха-Азия» Елена Щеглова и победители конкурсов фонда «Дети Саха-Азия» Валерия Николаева, поселок Депутатский, победитель конкурса «Наследник земли Аланхо» в номинации «Танец», Артем Семенов из Якутска, победитель конкурса «Чтецов. Твори добро другим во благо», Айсхан Яковлев из Якутска, победитель конкурса «Наследник земли Аланхо» с народной якутской песней. И я хочу вас спросить о вашей поездке. Вы вчера прилетели из Москвы. Это был приз за вашу победу. Поездка такая замечательная. И что вы увидели в Москве? Где вы были? Расскажите, пожалуйста. Начнем, может быть, уже традиционно с Леры, как в первой части программы. Мы побывали в зоопарке. Он очень большой, там много животных. Расскажи, каких животных ты видела, кто тебе больше всех понравился, кого ты вот первый раз из животных так близко увидела. У нас же тоже есть зоопарк, да? Артотейду, но там, наверное, таких животных нет. Многих. Там был жираф, фламинго были, тигры, леопарды, еще утки. Там. Помогайте Лере, может, она не всех назвала? Кто там еще был? Также мы еще видели обезьян, которые у нас тоже есть в Артотейду. Только их не так много и не так много разнообразных видов. И также увидели белых медведей. Но только они еще там спали. Видели еще павлинов. Видели. Еще аиста, по-моему, был. Еще. А какую большую кошку вы там еще видели, помните? Большая хищная кошка. Мы еще уже уходили с зоопарка, а потом вы ее заметили, побежали туда все. Тигр, правильно. Еще. И все. Морской котик.
Морского Такого котика типа. видели. Жираф. Жираф назвали, Лера назвала. А что вы чувствуете, когда вы смотрите на животных? Что вам интересное самое? Вот в таком месте, как зоопарк. То, как они в основном обитают, потому что очень интересно посмотреть, как они себя ведут в своей природной зоне. Потому что у нас-то в основном север же, так? У нас нельзя такого посмотреть. То есть у нас в основном виды тундровых животных, а там разнообразные были и с югов, и с севера, и со всего. Вам повезло, если они вот прям так вот в действии, да, ну, что не спали они. Что-то еще было интересного в зоопарке, по прогулке в зоопарке? Большие сахарные ваты. Ну, это тоже хорошо. Для сладости, да? Для приятности. Мальчики, тоже попрошу вас продолжить. Что вам запомнилось в Москве из мероприятий, которые вам подарили? На следующий день после прилета мы пошли в оружейную палату. Там мы увидели много чего разного. Но в основном мы увидели одежду, как раньше одевались короли и царицы. Также мы еще увидели шапку Мономаха. И нам рассказали историю, что говорят, что у вас в основном эта шапка мы получили с Кавказа, но на самом деле мы получили ее от Золотой Орды. Получил ее Иван Калита, и он вернул ее сюда на Русь. Ее разукрасили разнообразным золотом, добавили туда пару, как это сказать, алмазов и разных украшений, и потом их крестили уже, короновали царей. Также увидели кареты, разнообразные кареты. Были и какие-то такие странные, какие-то такие нормальные, в общем, своеобразные кареты. И увидели трон королей, царей, которые правили одновременно. И имена я сейчас не вспомню, честно. Ты и так много запомнил, молодец какой. Вообще, я подумала, вот как будто бы дети победили в тех конкурсах, вот как будто бы их будущая профессия может быть связана вот с этим. Вот, допустим, Артём так хорошо говорит, ему прям очень идут наушники даже вот возле микрофона. Я так много запомнила. И конкурс чтецов, да, такое вот ораторское искусство. Айсхан, он хорошо так спел. Я вот хотела спросить, может быть, ты планируешь в будущем посвятить себя вот, хочешь быть певцом, может быть, такому творчеству музыкальному. Ты не думал про это? Думал, да. Мама мне говорила, брат тоже. Очень красивый голос у тебя. Замечательно поешь. И вот такая возможность, да, уникальная, поучаствовать в конкурсе, и вот раскрыть в себе вот эти вот таланты, да, способности вот в таком возрасте, чтобы уже понимать, что это мое, что мне это нравится, что я хочу дальше вот этому учиться, да, и еще и за это призы получать, пока я вырасту. А что тебе запомнилось в Москве, Исхан? В Москве мне запомнилось и очень понравилось музей Великой Отечественной войны. Там, когда я зашел, там я много увидел игрушек, самолетов, танков. И когда вниз спускались, и там увидел слезы матерей, как бы не дождались детей. А когда зашли в зал славы, там увидел очень много людей, которые помогали другим солдатам. А потом, когда через сколько-то минут я там увидел, как началась война и как кончилась война. И мне очень понравилось, где диорамы. Диорамы понравились очень. Диорамы были не простые, а великих сражений. Да. Много вы увидели. А само празднование Дня защиты детей, оно как проходило? В 1 июня в этот день. Оно приходило... В Большом театре оно проходило. Там нам показывали пьесу, постановку истории Каи и Герды. Все было очень интересно, и даже использовали настоящие, как это сказать? Голоса, да. Использовали холостые выстрелы. Когда стреляли там, использовали именно холостые выстрелы, чтобы создавать эффект. И было все очень и очень красиво и насыщенно. Это когда разбойники, да, там стрельба разбойников? Да.
А сколько этот спектакль длился по времени? Часик где-то так примерно. Ну, часик это вам показалось. Так, на самом деле, спектакль 2 длился часа. более 2 часов. Ого. И, Да, видите, как все было интересно, что для вас это пролетело как час. и вы высидели столько времени, да? Хотя говорят, там дети долго не могут находиться, да, им нужно чаще Да, перерывы делать. У нас был спектакль с антрактом. Дети немножечко отдохнули. Потом ребята получили от Российского детского фонда подарки. Это были сладости и книжки. И кого мы потом увидели после спектакля? Скажите мне. Режиссера. Не режиссера. Писатель Во. старинных годов, еще до этого. Альберт Лиханов. Альберт Лиханов. Советский писатель, да. Но не таких да, старинных годов. В детстве всегда так кажется, да, что кто старше, это старинные годы, да. Да, где мы потом кушали сами? Обедали. В Метрополите. Метрополе. Метрополь был знаменитый, очень старый ресторан. ресторан, да? Да. Вкусно было там? Да. Замечательно. Вот если вы еще раз приедете в Москву, да, ну, наверняка приедете, да, вы уже будете знать, вот куда пойти, да, то есть уже какие-то предпочтения для вас ясны. Кто-то пойдет в Большой театр, кто-то пойдет в зоопарк, да, кто-то пойдет в музей. А про будущую профессию я у Леры не спросила, чтобы уравнять шансы. А ты думаешь свою жизнь связать с танцем? Вот раз у тебя такая победа, вот так хорошо получился твой проект, видеопроект причем. Наверное. Или ты еще не думала про Я это? еще не думала. А в дальнейшем вы как-то будете развивать свое творчество? Вот дальше танцевать ты планируешь? Буду. Ты занимаешься же, да, танцами? Это какой-то кружок? И такие победы, наверное, они вот эту уверенность, да, придают в себе, то, что, ну, раз получается, этим хочется заниматься. Да. Так? А какие у тебя планы? Еще какой-то танец другой разучить? Или с этим танцем выступать, может быть, еще где-то? Может быть, буду. Но я его еще давно танцевала. Ну, отточила свое мастерство, да? Угу. И сейчас наверняка нас смотрят дети, которые тоже что-то умеют. И, может быть, они стесняются или боятся участвовать в подобных конкурсах. Что бы вот могли им посоветовать, Артем? Я знаю, что ты можешь посоветовать хорошо. Я хочу сказать, чтобы никто не стеснялся и не боялся ходить на разные конкурсы. Так как ведь неважно, проиграете вы или победите. Проигрыш – это ваш маленький шажок к победе. И вы будете готовы ко всему в этом, можно сказать, мире, в этой жизни. Вот готовый оратор, правда? Какой Да. молодец. Поэтому, если у кого-то есть вот желание, да, поучаствовать, или стих выучить, прочитать, или песню, или танец, что еще можно? Или в дуэте с родителями, да, Ну, всё, вот что какое-то угодно творчество, что можно угодно, делать. рисунки, У да. нас самые разнообразные конкурсы проходят, так что можно... На ваш сайт зайти да, и там можно узнать. зайти на наш сайт sahazia.ru, смотреть наши соцсети. Мы постоянно проводим различные конкурсы, и дети у нас прям ждут и активно участвуют в этих конкурсах. Так что не бойтесь, дети, участвуйте. А, наверное, те, которые вот в такую юбилейную дату дети, да, стали победителями, войдут в историю фонда «Дети Сахазии». В этом Да. году вашему фонду 25 лет. Да, в этом году нашему фонду исполняется 25 лет, то есть 25 лет добрых дел во имя лучшего будущего наших детей. 25 добрых дел во имя будущего. 25 лет добрых дел. 25 лет Лет, добрых да. дел. Мгм. И сейчас мы хотим пожелать фонду с победителями, какие пожелать им. Я хочу больше всего пожелать, чтобы к фонду все больше и больше приходили людей, и чтобы все больше и больше он становился. Большое вам спасибо, что вы сегодня пришли. Вот такие молодцы. Сразу с корабля в нашу студию, с самолета в нашу студию, можно сказать. Да, не побоялись этой разницы часовой. И вот так рассказали интересно о своей поездке. Я еще раз хочу назвать ваши имена. В нашей студии сегодня гостили координатор социальных программ фонда «Дети Саха-Азия» Елена Щеглова и победители конкурсов фонда «Дети Саха-Азия» Валерия Николаева из поселка Депутатский, победитель конкурса «Наследник земли» Аланхо в номинации «Танец» Артем Семенов из Якутска и Айсхан Яковлев, тоже из Якутска, тоже победители. Спасибо всем, кто был с нами. Хорошего дня и побед!